В нашей стране сегодня отмечают День семьи, любви и верности. С праздником жителей Ингушетии поздравил глава региона Махмуд Али Калиматов. Цитата: «Семья – это основа нашего общества, источник силы, мудрости и традиций, которые мы бережно храним и передаем из поколения в поколение. В Ингушетии семья всегда занимала особое место. Наши предки завещали нам укреплять семейные узы, почитать старших, воспитывать детей в духе уважения к традициям и вере. Мы гордимся тем, что в нашей республике многодетные семьи – это национальная традиция, воплощение истинных ценностей ингушского народа. Пусть в каждом доме царят любовь, взаимоуважение и благополучие, а дети растут в атмосфере заботы и добра. Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и процветания». Вышел первый тираж 2 альбомов, содержащих исторические фотографии башенных комплексов Ингушетии, сообщает компания ISM Group в своем телеграм-канале. Специалисты компании собрали за прошлый 2024 год сотни исторических фотографий башенных комплексов Горной Ингушетии и их жителей. Фотографии были систематизированы, проаннотированы и внесены в единую базу объектов культурного наследия республики. В компании отметили, что к концу этого года должны появиться еще 2 новых альбома. Учитель истории и обществознания из Малгобека Амалия Ахриева стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». Она представит республику на федеральном уровне осенью текущего года в Санкт-Петербурге среди лучших педагогов нашей страны. В Минобрнауки Ингушетии подчеркнули, что это шанс продемонстрировать, какую важную роль играет история и обществознание в формировании мировоззрения подрастающего поколения. Проезд по платным дорогам для многодетных родителей предложили сделать бесплатным. Такой законопроект внесли в Госдуму. Принятие закона будет способствовать расширению доступности транспортной инфраструктуры для многодетных семей, а также сокращению расходов на транспорт, в том числе в период отпусков и летних переездов, повышению социальной справедливости, а также созданию дополнительных стимулов к рождению третьего и последующих детей, полагают депутаты. В пояснительной записке они указали, что реализация инициативы не потребует расходов из федерального бюджета и будет реализована в рамках действующих механизмов администрирования платных дорог. Штраф для водителя за отказ остановить автомобиль по требованию полицейского увеличился более чем в 10 раз, до 7-10 тысяч рублей. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Депутаты Госдумы приняли указанный закон 24 июня. За отказ пройти весовой и габаритный контроль транспорта начнут штрафовать на 600 тысяч рублей. За нарушение порядка, способов или сроков размещения сведений в системе выдачи спецразрешения на движение грузовиков, либо за предоставление неполной информации санкция составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц от 20 до 30 тысяч, для компаний от 50 до 150 тысяч рублей. Перечень болезней, при которых россиянам полагаются бесплатные лекарства, могут расширить. Также обсуждается возможность продления срока такого обеспечения, сообщили в Совете Федерации. Там отметили, что сейчас специалисты работают и над клиническими рекомендациями, которые станут важным шагом к единому подходу в лечении. В Совете Федерации подчеркнули, что в стране уже более 17 лет действует программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются главной причиной смертности. Там также отметили результативность данной стратегии. Россиян, которые не сообщат в военкомат о переезде, начнут штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Аналогичный штраф теперь грозит за неявку в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденной регистрацией. Поправки вступили в силу со дня официального опубликования. Более 6800 школьников в нынешнем году получили 100 баллов по одному из предметов единого госэкзамена, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по предварительным итогам кампании. По его словам, 13 учеников сдали ЕГЭ на 300 баллов, еще свыше 330 человек на 200 баллов. Кроме того, школьница из Москвы набрала максимальные 400 баллов. Основной тенденцией в текущем году стало увеличение числа ребят, сдающих экзамен по естественно-научным предметам. Кроме того, все больше школьников демонстрируют результат выше 60 баллов, добавил Музаев.